Так, нефтепровод. Нефтепровод, башня Западный Тебук, многострадальный, по-моему, годов 68-го, сейчас не действующий. Так, называли в полиции подрядную организацию, занимающуюся демонтажом, занимающуюся продувкой. Но если не ошибаюсь, это то место, где разлив был в прошлом году. Труба идет посреди огородов, идет до узла возле новой школы. Это порядка метров 100 от школы, короче. Здрасте. Здорово. Я Иван Иванов, с комитета спасения Печоры. Видим, что Иванов. Кто у вас старший? Видим, старших нет у нас. Как? А Все кто старшие. Кто красивый в белой каске, Да. тот и старший. Кто занимается? Лукойл ни при чем тут вообще. Ну, я Понимаете? читал эту оперативную сводку полиции. Сейчас комиссия приедет и разберется. Что-то расскажете? Ничего. Место конкретно где? Ну, приедет комиссия, господин Иванов. Вы что-то слышали про общественный экологический контроль? Вот это мы. Пожалуйста, смотрите. Там не Комиссия. опасно? Ну, наверное, опасно. А что не огородили? А? Что не огородили, если опасно? У вас в том году, в том месте был разлив. У нас не было в прошлом году. Был. То, что вы не сообщили, это не факт. Ага, вот, собственно, труба. Так, труба. Это, наверное, 500, наверное, да, она и была 500. Так, она одна. Все-таки, я думаю, место там же. То же самое место. Просто они, наверное, в прошлом году его просто не ликвидировали. Скорее всего. Тут была свалка. Так, кругом, воняет нефтью. Главное, что в ручей попало. Причем, скорее всего, уловили не все. Лукойл сдался сам. Ну, значит, вероятно, будет вина подрядчика. Но я думаю, что Лукойл, как владелец все-таки источника повышенной опасности, должен какую-то ответственность нести. И то, что труба оказалась полная, это тоже как бы вопрос.